Йога стала уже обыденностью. Постоянно находитесь в контроле и постоянно отстраиваете Да, свое положение. Я поняла, что организм можно восстановить. Это как человек состоит из воды, и нужно успокоить эту воду. Да. Но я понимала, что я за ними угнаться не могу. Но тем не менее, в йоге уже 24 года мозг не отдыхает. Он постоянно ищет, чем заняться, о чем подумать. Одно из определений йоги — остановка колебаний ума. Для того, чтобы замедлиться, я делаю максимально глубокие выдохи. Индира Семенова родилась в городе Якутске, окончила отделение английской филологии ЕГУ, второй диплом получила по специальности экономика, затем с красным дипломом окончила магистратуру по физической культуре Северо-Восточного федерального университета. В йогу пришла в 2000 году, училась сперва по книгам, потом в сети йога-практика у Лены Ульмазбаевой, ученицы БКС Айенгра. В 2015 году получила международный сертификат преподавателя йоги, начинала свой путь в реабилитационном центре, работая с детьми с инвалидностью. Прошла 4-летний терапевтический курс у Стефани Квирк, Австралия. Также училась на родине йоги в Индии у Гиты Айенгар. Также училась на родине йоги в Индии у Гиты Айенгар, дочери известных по всему миру семьи Айенгара. Индира, добрый день. Добрый день. Сегодня очень много социальных медиа, современных медиа, на телевидении говорят о здоровье ментальном и физическом. И сейчас идет культ вот этого общения с собой, медитации, йоги. И поэтому мы сегодня пригласили вас, чтобы разобраться, так ли это на самом деле, есть ли на самом деле психосоматика, и тому подобное. Ну и, конечно же, поговорить о вас, о вашем пути. Ну вот, допустим, если взять йогу, применима ли она в условиях Крайнего Севера? Ну, этот вопрос действительно я слышала неоднократно, но в последнее время я об этом не слышу. Раньше спрашивали вот так вот, подходит ли нам йога или нет. А в последнее время я практически не слышу, потому что йога стала уже обыденностью, люди занимаются не только йогой, другими видами какой-то спортивной нагрузки. И вот йога даже вообще не удивляет людей. И все больше и больше людей приходят к нам на йогу, потому что слышат положительное. Все-таки, мы начали наш разговор о здоровье ментального и физического, насколько они взаимосвязаны, и сейчас же очень часто говорят, тело слушается, душа с телом должна быть в органике, какие-то сложные такие определения, Есть такой треугольник у Гурдхарта называется, в основе которого одна из сторон треугольника — это вот наше тело, наша структура, к которой относится целостность и структура. Так как внутри нас много жидкого, органы, например, органы жидкие, для наших органов нужна вот эта вот структура. И мы как сосуд для наших органов, который должен быть в хорошем виде, этот сосуд. Если этот сосуд как-то теряет свою целостность, внутри тоже теряется целостность, и мы теряем свое здоровье. Это как человек состоит из воды, и нужно успокоить эту воду. Да, абсолютно правильно. Индира, а как вы пришли в йогу? Я слышала, что вы очень раньше часто болели и пришли как раз-таки по собственным причинам. Да. Вначале я, когда обратилась к йоге, у меня были проблемы со здоровьем. По-женски, с поясницей были проблемы со здоровьем. И вот я их решала и вообще чувствовала, что мне нравится. Вначале было тяжело, даже испытала какой-то стресс. А потом поняла, что раз я испытываю стресс, значит, что-то тут не то. Значит, именно это мне поможет. У меня было такое ощущение. А могли бы подумать обратное, поскольку стресс — это что-то, видимо, тело не отзывается, значит, это не мое. Но, видимо, я такой человек, который пытается все время познать что-то. И вот в частности себя познать. Потом я видела передачу, в которой девочка попала в аварию и стала полностью неподвижна. И мама ее разрабатывала ее тело через конечности, через пальцы. И девочка стала двигаться,
и вообще ожила. Ну, единственное, что не до такой степени, в котором она была, но вот стала вот более-менее живой. И это меня сильно поразило. И я поняла, что нервная система, она жива, и что можно ее восстанавливать. Мгм. Вот одна из причин. А из вашей практики насколько быстро восстанавливается, какой период требует, да? Все очень индивидуально. Я, например, у меня были периоды отчаяния, когда у меня было ощущение, что я не могу достичь каких-то высот в йоге. У меня были очень сильные ученики, которые сильнее меня. И я понимала, что я очень сильно старалась, я много занималась, но я понимала, что я за ними угнаться не могу. У меня тело какое-то другое. И потом я поняла, что йога должна быть другой. Она должна быть подходящей ко мне. А если я хочу преподавать, то такие люди ко мне подтянутся, которым нужна не такая вот сильная активность, да, не такие глубокие растяжки там какие-то, да, а вот именно вот то, что помогает там сделать себя уверенно, сделать осанку, там, сделать так, чтобы спина не болела. Вот какие-то такие вещи простые и более понятные большинству людей. Мгм. Но тем не менее вы йоге уже 24 года и считаетесь в Якутии одной из зачинателей, людей, которые развивали вот это направление здесь. И очень многие вас считают учителем. Вы учились на филолога, потом поступили на экономиста и только потом окончили с красным дипломом Институт физической культуры. Это были поиски или это что? Вообще, когда я поступала на первое свое обучение, я не знала вообще, кем я буду. Я не была уверена, что я буду филологом, да? Но мне хотелось просто стать образованным человеком, знающим языки. Вот, когда я поступала на экономический, я думала, что я ответственный человек, что в наше время нужно брать на себя там многое. И, возможно, я буду руководителем предприятия, какого-нибудь своего предприятия. Вот. И, в общем, смело поступила на экономический, проработала там несколько лет и при этом совмещала йогу. А дальше я решила поступать на физкультурно-оздоровительное. Я уже преподавала, и я понимала, что мне нужно познать вообще физкультуру с другой стороны. Вот. И действительно, она помогла мне, вот эта физическая культура, более такой глубокий подход, какие-то методики, они хорошо совпали с йогой, с принципами йоги, оказывается. Вот. Углубила свои знания, можно сказать. Также вы неоднократно выезжали в Индию, ежеквартально в Москву, проходите обучение. И все-таки Индия более привлекательна и интересна нам. Когда вы в первый раз поехали туда, ваши эмоции, впечатления, потому что говорят, вот кто едет туда, если влюбляется в Индию, то влюбляется навсегда. А у отдельных путешественников это вызывает отторжение навсегда. Абсолютно верно. Когда я первый раз приехала туда, я жила месяц, и я не скажу, что я там восхищалась красотами, природой, да. Очень шумно было. Там, где я жила, было очень шумно. Вот. Хотя этот город, он считается более спокойным. Вот. И в первый год я, можно сказать, испытала стресс, но глядя на своих коллег, преподавателей йоги тоже, да, которые неоднократно приезжали, я видела, что они испытывают прям удовольствие. Они вот говорят, смотрите, какие тут запахи, какие тут вкусы, какая кухня, какие тут люди. И я вот поняла, что я приеду еще неоднократно, чтобы это понять. И я поехала, да, пришло понимание. И у меня сейчас душа просится туда. А что вы для себя такого открыли? Вот ваше самое главное открытие, когда вы проходили обучение, вот эти погружения в практику? Но прежде всего для себя, вообще я пришла вот по здоровью же к йоге, да. Я поняла, что организм можно восстановить. Вот я своим ученикам иногда говорю, чтобы поддержать их дух, что
у меня были какие-то проблемы, казалось, вообще нерешимые. Какая-то спастика была в руках, например, да. Потом была очень рассеянная. В школе я не скажу, что я хорошо училась. Вот я очень много болела, очень много пропускала. И ну, как-то была все время на задворках. Я не была там каким-то лидером. Вот. Но душа просилась стать каким-то лидером. И я поняла, что йога может восстановить. Я стала действительно сильной для кого-то, для своего окружения. Да? Некоторые во мне видят силу, вот эту вот дух, там, да? Уравновешенность. Это все благодаря йоге. Это все восстанавливается. И вот дети, которые болеют, у которых слабая структура, им надо обязательно заниматься, прямо посвятить этому. Вы очень часто говорите про осанку, что это как раз-таки тот стержень, та самая опора и здоровье человека. Слово «осанка» довольно-таки агрессивное слово. При слове «осанка» человек начинает как-то напрягаться. Вот. И у меня тоже слово «осанка» вызывало большое напряжение раньше. Чтобы делать осанку, нужно ее понимать, из чего она состоит. Она состоит не только вот из верха, да, как правило считается, да, не только постановка шеи и головы, но это и низ. Да. Там довольно-таки просто. Нужно, чтобы работали бедра, нужно, чтобы работали ягодицы, а это является опорой для позвоночника, к которой относятся еще наши плечи и лопатки. Вот если работают бедра и ягодицы, вытягивается поясничная мышца, то значит у вас низ спины будут уже достаточно сильный. Вот. И тогда, как ни странно, это будет еще опорой для верха спины. Да? Если вы еще будете работать с руками, освобождать плечи, грудную клетку, у вас появится осанка сама по себе, у вас появится желание держать спину прямо, а не так, что мы берем вот из такого сжатого положения, там, насилуем себя, да, зажимая вот эти вот поясничные мышцы, которые в основном люди вот так вот зажимают, и я вот тоже какое-то время, все время зажимала их. Да, мне хотелось сделать такую вот прямую спину, а вот это место у меня было вообще очень сжато. Да? Вот. И я сейчас слежу за тем, чтобы низ спины вытягивался, работали ягодицы, бедра. И потом уже слежу за тем, чтобы верх спины распрямлялся. Это получается, вы постоянно находитесь в контроле и постоянно отстраиваете свое положение? Да, это постоянная, ну не работа, а постоянное наблюдение за собой. Это очень интересно. Сейчас мы живем в эпоху цифровизации, очень много гаджетов, очень много внешних раздражителей. Вообще, как расслабиться? Поскольку очень многие говорят сейчас то, что мозг не отдыхает. Он постоянно ищет, чем заняться, о чем подумать. Это все очень тяжело. Нам нужно от этого уходить. Это действительно напрягает человека, делает его нездоровым. Нездоровым его дух становится, он становится немножко сломленным, может быть, наваливается вот эта вся информация на человека, да, и это нужно учиться различать. Допустим, вчера мы разговаривали с одной мамой, она сказала, что у дочки проблемы со здоровьем, причем очень большие, вплоть до того, что ребенок это действительно связывает с трудной учебой. Вот. И мы подумали с ее мамой, что, наверное, надо менять гимназию, допустим, на простую школу. Ну, возможно, как вариант. Вот. То есть искать какие-то вот такие выходы. Должна быть любимая работа у человека, должны быть любимые занятия. Допустим, ну вот йога, в частности, да, она действительно снимает стресс. Стресс у нас копится в теле. Когда мы занимаемся, мы снимаем и забываем об этом стрессе. Да, и оно не копится в организме. Вот, это во-первых. Во-вторых, чувствуешь уверенность, что ты сняла стресс, и дальше можешь как бы продолжать, может быть, в том темпе, да, то есть требует, конечно, общество. И у меня, допустим, есть, ну, я вот слежу за собой и слежу за своим дыханием. И, кстати, в йоге мы тоже следим за дыханием. Мы должны дышать максимально естественно. Если дыхание сбивается, значит, ты что-то делаешь не так. Значит, ты сильно ускорился, допустим, значит, надо замедлиться. Для того, чтобы замедлиться, я делаю максимально глубокие выдохи.
это помогает снять мой стресс. Да, и Не успокаивается вдох, а больше сердечный- выдохи. Больше выдох. Больше выдох, ага. Это вот если прям чувствуете, что дыхание сбивается. Если вы чувствуете, что вы устаете, лучше поделать более глубокие вдохи. Продышать все тело, мышцы изнутри продышать. Вот эти вот мышцы, отвечающие за дыхание, их нужно расслабить при помощи широкого дыхания. Потом вы, когда почувствуете, что изнутри тела как-то расширилось, вот тогда можно опять снова замедлить свое дыхание, успокоить, делать медленные выдохи. Вот, поэтому делайте глубокий вдох, глубокий выдох. Это вот простая фраза, она очень-очень глубокая. Я соглашусь с вами, поскольку после ковида, говорят, ну, чтобы не подхватить вирус, люди практически перестали дышать. Если раньше дыхание было полное, сейчас только наполовину дышат. Да, стараются не дышать, закрываются масками, да, из-за этого идет кислородное голодание. Да. Как в домашних условиях, если, допустим, нет возможности людям ходить, посещать занятия йоги, в домашних условиях, как расслабляться, как снимать вот эту нагрузку? Да, дыхание. Ну, на самом деле, по поводу того, что не дышите в общественных местах, это неправильно. Я об этом слышала еще от умных людей, которые, ну, как бы к йоге не относятся, просто учатся различать. Наоборот, надо дышать. Если мы зажимаемся, вот тут у нас все сжато, иммунная система падает. Иммунная система — это все, да? Это и дыхание, и кровообращение, и пищеварение, которое будет правильным, если мы глубоко дышим, правильно дышим. Вот. Ну и вот придя домой, вы приходите, если вы действительно где-то вынужденно задерживали дыхание, действительно вот так вот дышите. Сама философия Айенгара Да, в чем да. заключается? Одно из определений йоги читта вритти ниродха переводится как остановка колебаний ума. Вот. Раньше у меня были видеозаписи, там занимались индусские женщины. Они после каждой асаны ложились на пол и отдыхали минуту примерно. Меня это не устраивало. Мне хотелось, ну, чтобы урок продолжался, чтобы человек не ложился, расслаблялся, а вот продолжал дальше урок. Сейчас я понимаю, что это абсолютно правильно. Да? Особенно для начинающих, особенно для тех, кому тяжело. Вот спокойные, медленные асаны, они помогают дыхание наше держать мягким, свободным. А если в течение урока преподаватель говорит: давайте, давайте, делайте, делайте быстрее, сильнее, там, да, там, пыхтит, кряхтит, потеет, да? подгоняет, да, в это время дыхание у человека 100% будет зажиматься, оно не будет глубоким. Ну, если вот такой преподаватель попался, да, который не следит за дыханием. Вот. И получается, что человек целый день напрягался, тоже дыхание было поверхностным, пришел на занятие, он слушает, пытается вникнуть, да, и у него дыхание тоже начинает задерживаться. Поэтому более опытные практики, они потом приходят к спокойному занятию, медленно, плавно перетекая из одной асаны в другую, наблюдая за дыханием, а значит, за своей жизнью в теле. Я не буду сейчас вас спрашивать о том, как вы относитесь к тем преподавателям, которые проучились по YouTube и начинают преподавать. Сейчас очень много школ и студий открылось. Вопрос поставлю иначе. Как находить своего преподавателя? Вот на что нужно обращать внимание? Ну, преподавателя нужно выбирать сердцем. Да? Вы приходите на разные виды йоги, к разным преподавателям и просто слушаете себя. Если внутри вас тепло, спокойно, значит, это вам занятие подходит. Вот. А что касается того, что появилось много преподавателей, что они обучаются вот так вот быстро, да, онлайн там, я думаю, что это тоже неплохо, потому что, видать, веление времени, йога становится популярной, культура тенденция, популярной, да, и вот люди обращаются к себе, ищут себя, а чтобы стать преподавателем, нужно с чего-то начинать. И самое главное — не останавливаться в этом процессе, продолжать учиться, образовываться, ездить, вот, познавать себя и других людей. Вы из тех людей, которые ко всему относятся философски. Вообще, почему людям дается болезнь?
Мгм. Хороший, интересный вопрос. Ну, возможно, это действительно какая-то карма. Допустим, я когда родилась, было заражение крови. Ну, и сказали: мамочка, настраивайтесь на худшее, возможно, ваш ребеночек там умрет, да. Вот. И она успокоилась и даже, говорит, в какой-то момент ждала, что, возможно, она умрет. Кололи 2 года антибиотиками. Вот. Но несмотря на это, как бы я выжила, ну, благодаря, опять же, прогрессу, да, можно сказать. Сейчас В медицине. выхаживает каждого ребенка. Каждого ребенка выхаживают, и появляются вот такие детки, слабые, больные, да, с рождения. Их очень много становится в данное время. Вот. Это может быть карма, а может быть этот естественный процесс, естественный отбор, который человек не прошел, можно сказать. Так, в карму я тоже верю, и я верю в то, что, возможно, в следующей жизни я там достигну еще больше каких-то философских высот, там, да, стану более таким сильным человеком. То есть в карму верят вот индусы, большая часть населения верит в карму. Мгм. Ну и в нашей традиции, в якутской, тоже же такое есть. Тоже Да, такое вот есть. именно деяния предков отзываются Да, потом да. в поколении. Да, мы очень близки к природе, вот якуты. И очень много людей, которые открытые, чувствительные, они верят в то, что есть следующая жизнь, была прошедшая жизнь. В йоге главные принципы — это вот не физическая культура, да, не асаны и даже не дыхание. В йоге главное — моральные принципы, вот к которым действительно относится чистота, чистота мыслей. Да, сюда относится все, что мы говорим, все, что мы думаем, это обязательно будет сказываться на нашем здоровье. Потом есть такой принцип ненасилия. Если мы что-то делаем через себя, переступая через себя, через нежелание, мы тоже, получается, переступаем через вот эти принципы. Вот. Еще есть ряд принципов, они очень взаимосвязаны друг с другом. Йога взаимосвязана, дыхание взаимосвязаны. Вот. И когда ты идешь именно через вот эти вот морально-этические принципы, ты действительно держишь вот этот баланс здоровья. А что тогда? Раньше, допустим, по принципу «надо». Очень хорошо жили, мало болели, да? На 5-летку все строили, работали, создавали семьи, очень хорошо развивался коллектив. Сейчас вот очень часто вот перекидывают на ментальное здоровье, да, что вот мне должно нравиться то, чем занимаюсь, остальное нет. Да, вот какой-то вот именно очень часто слушать себя. А как про ответственность, а как про надо, а как про обязательства. Это же тоже есть в нашей жизни. Как жить в согласии со всем этим. Ага. Ну вот, если время диктует так вот, да, то вот дыхание, йога, советую вот заниматься дыханием, познавать себя, постигать себя. И тогда отпадает все лишнее. Допустим, человек не знает, как ему в этой жизни двигаться, да, что ему нужно делать, нужно ли тягаться с остальными, да. Вот тогда он понимает, что остальное там пустяки, там, я ограничусь вот этим, мне будет вот так хорошо. Вот. Надо приходить к простому, я считаю. Ага. Там убирать вот эти гаджеты, как можно более, ну, убирать вообще телефон в вечернее время, чтобы успокоиться, настроить, услышать себя. А как вы управляете мыслями? Вы же тоже человек тонко чувствующий, да, тоже реагирующий. Где-то читала то, что если даже ламу посадить среди бушующей толпы, да, но где-то все равно будет отзываться в его теле вот эта боль и так далее. Да? Как вы управляете своими мыслями, как настраиваете на хорошее, и вообще, может, есть какие-то секреты по правильному началу дня, как настроить себя, поскольку вас ассоциируют вот именно со спокойствием, да, вот, с мудростью, и вот какая-то вы
идете по жизни вот так ровно? Спасибо за вопрос. Вот это внешнее спокойствие, оно такое только внешнее. Внутри, Настроенное, да, тогда получается? ну, Настраиваете каждое утро? настраиваюсь, да. Внутри тоже бурлит, ага, тоже какие-то волнения есть. Последнее время я просыпаюсь с чувством благодарности. Чувством благодарности за то, что у меня все есть, за то, что я проснулась, за то, что у меня есть тепло, за то, что завтрак есть, за то, что я веду вот такой образ жизни максимально там простой. Вот это очень сильно помогает. Когда ты напряглась, чувство благодарности помогает тебе отпустить вот это напряжение. А благодарность, оно по своим энергетическим вибрациям, оно равняется любви. А любовь — это самая высокая вибрация, которая успокаивает, очищает, дает сил, убирает все ненужное, лишнее. Вот эта вот благодарность мне действительно помогает. Ну и, конечно, я постоянно балансирую. Это постоянный баланс. Там моя карма, это все там тянет свое, говорит, ну давай-ка ты там поешь там, да. Ай, скажи там, ты заболела, не выходи на работу, да. Я прекрасно знаю, что я могу позаниматься, привести себя в баланс и прийти на работу, будет все хорошо. Вот. И это постоянный баланс, наблюдение за собой. Но вы слушаете, потакаете себе, если, допустим, если вот внутри Индира говорит, нет, сегодня поленись, полежи дома, а вы все-таки владеете студией, уж как-нибудь там сами поработают. В последнее время все это реже и реже становится. Ну, потакаю сейчас себя тем, что сейчас я еду в поездку долгожданную, впервые вот за там, 4 года, наверное, зимой позволила, большая роскошь. Это Отдохнуть. называется таким вот потаканием, да. Я проработала, ну, посчитала, что я заслужила, даю себе отдых. Вот. В воскресенье даю себе отдых обязательно. Но мы же люди не все похожи друг на друга. Да, мы создаем союзы, мы создаем свое окружение с людьми одинаковыми ценностями, но тем не менее просыпаемся с разным настроением. Как ваша семья тоже настраивается ли вместе с вами, или вы больше спокойная вода и сеете вот это спокойствие, создаете климат? Первое время было очень трудно создать этот климат. Было там такое, опять ты там что-то придумала, типа такого. В последнее время такого у нас уже нет. Видимо, я чего-то такого добилась или дала понять, что я не отступлюсь от каких-то своих принципов. Вот. И там, допустим, я удивляюсь, если мне говорят там, ну давай так сделаем, как ты. Я говорю, а почему ты не сопротивляешься? Ну, мы же знаем, что ты в любом случае права. Ну, это был долгий процесс. Мы очень долго вот, искали зерно. И мужчина особенно, он лидер в семье, он никогда не хочет уступать. Вот. И даже в этом плане он там пытался все время что-то поспорить со мной и так далее. Было трудно. Но потом все-таки вода камень точит, он слышал меня. И понял, что надо работать сообща и смотреть не друг на друга, а в одну сторону смотреть. И сколько вам потребовалось, чтобы смотреть в одном направлении, как пишут Нам красивых цитатах? Нам очень много потребовалось. Вот, почти 30 лет нам потребовалось. Я вообще удивляюсь, как муж вообще выдержал жену, которая постоянно учится, которая постоянно занята, которая постоянно хочет там, посвящать занятия, время занятиям своим. Вот. Ну, за это ему большая благодарность. Это терпение, взаимное терпение. Вот. И мы видим, что мы работаем, что поняли, что это действительно любовь. Понимание и поддержка. Понимание и поддержка, да. Вы счастливый человек? Ну, считаю, что я счастливый человек, бесспорно. Человек занимается йогой — это уже счастливый человек. 3 правила жизни, которым вы следуете. Это самый трудный вопрос. Любовь, благодарность, дисциплина. Дисциплина. Спасибо большое за интервью. Спасибо большое, что раскрыли душу и дали вот эти ценные советы в наше неспокойное время.
что очень важно настраивать себя на хорошее настроение прямо с утра. Если очень много внешних раздражителей, это дышать, да, ну и относиться ко всем с благодарностью, потому что любой шаг — это опыт. Спасибо, спасибо, что позвали.